Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новые попытки спасти. А она, если ляжет, тогда все не поместятся. Она поэтому стоит. Она тоже умная Маша. Ага. Она когда ложится, получается... Одни чистые. Да, 3-4 лягут, и остальные не помещаются. Вот так вот. Кошмар. Так, а эти? Слушай, ну это Палят, я палят. хотела спросить. Анка еще та растет. Так, очень вкусненько. Ам-нам-намочки. А вы что, выстроились? Тоже хотите? Эти кошки бедные, на эти звуки там. Это очень вкусненько. Да, это очень вкусненько. А кому-то прям завидно. Хотелось бы тоже молочка, да, такого? А, дети? Ой, эти дети. Эти дети, эти дети. Ну и о мамке с 6 щенками из Моздока. Это Осетия. В предыдущем ролике я о них рассказывала. Вы знаете, что я по большим собакам. Но вот сорвалась, не устояла, забрала этих. Тяжело их растить, оберегать от вирусов. Еще тяжелее с пристройством. В общем, ни шага легкого. Но взялась. И очень надеюсь на вашу помощь. Надеюсь, что откликнутся финкураторы. Отзовитесь, пожалуйста, напишите мне. В таких семействах меня в большей степени торкает еще и мамочка. Она очень кроткая, заботливая и благодарная за спасение своих детей. А еще она очень несчастная за свою судьбу. Спасти успели их за пару дней до урагана и ливня, который там прошелся и затопил все лунки, все ямки и дорожки, в которых эти щенки жили. Они очень маленькие, а вода рекой, и, видимо, утонули бы в этой воде. Они, наконец-то, приехали. Повернитесь лицом, пожалуйста. Они же все на маму смотрят. Что ты? Зачем я вам нужна, да? Хоть... Да, здравствуйте. Вот собачки пришли. Ты не уходи. Ой. Сейчас поедем. Сейчас, подожди. Вот сюда. Куда мы? Спокойная. Молодая? Ну да, первый раз. А это породистая или просто так? Просто. Все, собачек я загрузил. Вот они уже играются. Мамка здесь. Щенки вон кушают. Они в Москве, и, конечно же, им также нужна помощь на содержание, опилки, обработки и корм. Друзья, помогите этим малышам. Друзья, ну и за день до ливня в этом городе, где утонуло все, по счастливому случаю, по моей просьбе, забрали семью, мамку тощую, кошку с 4 котятами. Спасли, можно сказать, случайно. Просто я вовремя попросила девушку, и Вика отозвалась вовремя и забрала этих котят. Так, вот малыши. Вот такие малыши. Ай, какие красивые зайчики. А, и вот здесь их мама. Мама вообще на стрессе жутком. Ну, она первый раз в переноске. Сейчас я ее посажу и закрою.
и успела отправить в Москву. Назовем их везунчики. Не выжили бы они там. Конечно же, мне и на них нужна помощь. Они через Москву едут в Питер на пристройство. Поддержите, пожалуйста. Им очень-очень тоже нужна ваша помощь и поддержка. Друзья, помните, я рассказывала о затопленном доме, и в нем от сырости и воды на шкафу сидят, не слезая уже месяц, несколько кошек. Когда-то они были домашними, но их бросила хозяйка на передержке, уезжая из Якутска. Передержку теперь затопило, и человека и еду они видят нечасто. Внизу собаки и болото воды, и внизу же ползают, плавают черви. Наверху отсутствие еды и лотка. Иногда кошка падает вниз, в холодную воду, и согреться ей негде. Недавно вот так одна кошка, кстати, сфинкс, упав в воду, уже умирала. Температура тела упала настолько, с трудом удалось ее согреть и завести организм. С трудом, так как сухих вещей и лежанок в доме нет. Знаете, можно много рассказывать ужасов про этот дом и еле живых в нем животных. Внизу собаки, вверху кошки. Но вот опять мое сердце не может пройти мимо. Долго я наблюдала, терпела, надеялась, что как-то рассосется проблема, кто-то поможет или вода, может, уйдет. Нет, стало только хуже. А я между делом оплатила им прививки. Их свозили в клинику. Они теперь привитые. И пассажиров нет до Питера, и волонтеров, желающих помочь, нет. И пассажира никто не уступит. Все как-то грустно. И рассказывать про все эти горести тяжело, потому что их очень много. И я тоже человек, я устала. И все равно очень прошу, помогите улететь этим кошкам. Помогите на самолет и на передержку хотя бы 1-2 месяцев этим кошкам. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте вместе поможем и улететь. И чтобы было им на что хоть 1-2 месяца до пристройства.